Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. 25 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, заслушал отчет председателя Хатлонской области Курбона Хакимзода о ликвидации последствий стихийных бедствий в Кулябе, районах Вахш и Абдурахмоне Джоми. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ускорить темпы работ по скорейшему восстановлению пострадавших от стихийных бедствий объектов. В ходе телефонного разговора президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также дал поручение председателю Хатлонской области по сбору и заготовке в достаточном количестве кормовых, сбору без потерь зерновых, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов, овощей и бахчевых, ускорению мер для повторного сева. Другие поручения были даны касательно проведения работ по благоустройству, созиданию и выполнению плана мероприятий во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости. В ходе телефонного разговора глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал поручение председателю Пянджского района Хатлонской области принять на территории района неотложные профилактические меры от насекомых-вредителей, особенно саранчи, провести сбор кормовых, выполнить план повторного сева, а также расширить работы по благоустройству во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости. Председатели районов Рашт, Таджикабад, Нурабад, Лахш, Сангвор, Файзабад, Куистони-Масчо, Деваштич и города Пинджикен также отчитались президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, о ходе сева картофеля и выполнения плана. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал поручение руководителям исполнительных органов государственной власти вышеуказанных городов и районов использовать все возможности и ресурсы для обеспечения полного и качественного выполнения возложенных на них задач по проведению сева картофеля. Председатели городов и районов также получили поручение от лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по расширению работ по благоустройству и созиданию во имя достойной встречи великого национального праздника 30-летия государственной независимости. Также сегодня в административном центре Хатлонской области, городе Бохтар, состоялся международный торговый форум «Бохтар-Фуд-2021». Данная инициатива была осуществлена в свете указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Целью форума является презентация отечественной продукции, расширение международного сотрудничества, повышение экспорта товаров таджикских сельскохозяйственных производителей. Форум направлен на развитие торговли сельскохозяйственной продукции, установление деловых связей и укрепление экспортного потенциала страны. В форуме приняли участие представители правительства Республики Таджикистан, первый заместитель премьер-министра страны Даулат Али Саид, председатель Хатлонской области, руководители городов и районов, агентство по экспорту при правительстве Республики Таджикистан, торгово-промышленной палаты, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, руководители и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане, партнеры по развитию и частного сектора, гости из Узбекистана, Афганистана, России, Белоруссии, Ирана, Украины, Пакистана, Турции, Литвы, Грузии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума организована выставка сельскохозяйственной продукции, на которой представлено разнообразие свежих экологически чистых фруктов и овощей, а также производственные товары. В ходе ознакомления с выставкой участники форума и гости дали высокую оценку качеству плодоовощной продукции Таджикистана, отметив, что лимоны, абрикосы, персики, бахчевые культуры и сухофрукты конкурентоспособны и пользуются большим спросом на мировом рынке. Программа форума включала сессии по консолидационным центрам, маркетингу и продвижению экспорта, обеспечению соответствия стандартам и требованиям экспортных рынков. В программу входят плодоовощной торговый форум, торговая выставка, ознакомление с производителями и установление деловых связей, посещение садов производителей, ознакомление с производственными мощностями, проведение выездных тренингов. Также на форуме состоялся обмен мнениями по хранению овощей и фруктов и использованию в этом направлении современных технологий. Ирина Тихомирова, президент бизнес-школы МИМ. Это Украина. И впечатление от Республики Таджикистан, могу сказать, что я была в Таджикистане 2 года назад. И приехав через 2 года, я увидела, как сильно изменилась республика. Синонимом сейчас Таджикистана, я думаю, можно сказать, развитие. Страна меняется, развивается, и это видно и на улицах, и в лицах людей. И поэтому
мы видим, какой экспортный потенциал у страны. Но для того, чтобы качественно и эффективно экспортировать, нужны дополнительные знания. И именно поэтому я думаю, что сотрудничество с бизнес-школой МИМ будет очень эффективно, потому что мы договорились о том, что с агентством по экспорту при правительстве Таджикистана мы организуем школу экспортеров. Здравствуйте, меня зовут Айнура, мой партнер и коллега Алиби. Мы прибыли из Казахстана по приглашению агентства по экспорту при правительстве Республики Таджикистан. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность за организацию. Нам все очень понравилось. Масштаб форума достаточно обширный. Наша цель поездки состоит в том, чтобы заключить контракт на куплю-продажу лука и другой сельхозпродукции, а также увеличить объемы перевозок для данной поставки железнодорожным транспортом. Я впервые в Таджикистане, и я представляю Росагромаркет, российскую компанию Росагромаркета, которая находится в Новосибирске. Мы очень рады участвовать в этом форуме. Будет контракт между Россией, Росагромаркетом и Таджикистаном. Согласно указанию руководства государства и правительства Республики Таджикистан, ответственные лица Агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан приняли необходимые меры по предотвращению случаев искусственного завышения цен на авиабилеты на рейсы между Таджикистаном и Россией. В этом плане данное агентство направило в российские авиакомпании запросы с требованием о снижении цен на авиабилеты. С целью предотвращения случаев искусственного повышения цен на авиабилеты на рейсы между Таджикистаном и Россией по указанию руководства государства и правительства Республики Таджикистан, Агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан приняло необходимые меры, в том числе для защиты прав граждан-пассажиров, вылетающих в города Российской Федерации, и с целью обеспечения их авиабилетами по приемлемым ценам правительство страны дало конкретные поручения Агентству гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан и контролирует этот процесс. В свою очередь, руководство данного агентства потребовало от авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, снизить цены на авиабилеты. На этой основе российские авиакомпании «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Ямал», выразив свое согласие относительно запроса агентства, отправили официальные письма, в которых отметили, что отныне цена на авиабилеты на различные рейсы Российской Федерации будут продаваться не более $500 США, и оплата будет осуществляться в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Таджикистана. Граждане страны для приобретения авиабилетов могут обращаться в официальные кассы по продаже авиабилетов и покупать билеты только в этих точках. В случае безосновательного завышения цен на билеты граждане могут позвонить на номер телефона доверия 236 53 34. Также гражданам при покупке авиабилетов необходимо потребовать чек. В случае же не предоставления чека отказаться от покупки билета. Более 160 человек получили травмы и ранения в результате столкновения двух поездов в Куала-Лумпуре. За минувшие сутки правительственная армия Афганистана уничтожила 140 боевиков в ходе военных операций в ряде провинций. В годы государственной независимости Республики Таджикистан в транспортной сфере страны были осуществлены 53 государственных инвестиционных проекта на сумму 20,3 миллиарда сомони. Были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 километров дорог, имеющих международное значение. В этом направлении в ближайшие годы в Таджикистане запланировано строительство еще более 1500 километров международных дорог. Особое внимание уделяется строительству и реконструкции дорог в столице и в целом во всех городах и районах страны.
В Душанбе развернуто масштабное строительство различных объектов. Так, в эти дни на высоком качественном уровне строится автодорога от столичного проспекта Нусратула Махсума до Гисарского канала. Работы, которые начались еще в начале текущего года, продолжаются ускоренными темпами. Протяженность дороги составляет 900 метров, ширина 16 метров. Осуществлены инженерные работы, прокладка водоотходных лотков и линии электропередачи. Согласно данному проекту, через Гисарский канал построен автомобильный мост, протяженность которого составляет 34 метра, а ширина 21 метр. В настоящее время проведены железобетонные работы в объеме 90%. Для строительства моста задействованы дорожно-строительная техника и лучшие специалисты. Грузоподъемность автомобильного моста свыше 100 тонн. По обе стороны моста запланировано создание тротуаров с защитными декоративными решетками. Кроме того, будут созданы осветительные установки, осуществлено озеленение по обе стороны дороги. Заказчик проекта – государственное учреждение Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и мостов города Душанбе. Подрядчиком является компания «Асфальтно-бетонный завод». Ответственные лица направили все свои усилия для завершения объекта до празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан качественно и с учетом международных строительных норм и правил. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.